Переночевали мы в Ишиме, вот в таком отеле Дар-Сити. Ну ничего такое. Главное, очень чисто. Мне понравилось, что очень чисто. Пойду я посмотрю. Вот эту вот сирень. Она опять такая же, как и там. Только я не знаю, пахнет она или нет. Сейчас скажу. Слушайте, а это пахнет странно. Может быть, там сорт какой-то такой, который не пахнет. Друзья, далее будет очень много матов. Заранее приносим свои извинения, постараемся больше не материться. Но здесь мы рассказываем, как и обещали в прошлом ролике, о том, как нам поменяли масло в Омске. Доброе утро. Мы выезжаем из Ишима. Время 3:40. Выспались хорошо. Ну как хорошо. Кое-кто уснул в 6 часов и потом всю ночь подпрыгивал, потому что выспался. Короче, у нас тут проблема нарисовалась. Эти вчера уроды, которые в Омске хреново мыли и меняли масло, по всей видимости, неправильно прикрутили броню. Да неправильно. Там стоят между броней и кузовом ставятся эти вибрационные прокладочки такие резиновые, чтобы никаких этих вибраций ничего не было. Они, видимо, сняли, они выпали, блядь, и они их не поставили. Вот теперь я думаю, блядь, куда повернуть-то? Ты что, сюда, что ли? Ну, наверное. Здорово, что можно взять и перестроить Вон же маршрут. перекресток. Через Катюшка. 200 метров на светофоре поверните направо. Поверните направо. Красный. И что теперь без прокладочек этих делать? Ну вот я думаю сейчас заехать в магазин, купить где-нибудь резину и вырезать просто. Кошмар какой-то, блядь. Это Томск нам. Позвони туда и предъяви им. Да, хуй толку-то, блядь. Если они, блядь, пальцем деланные, блядь, вот так больше ничего не скажешь, блядь, в технике. Спасибо, хоть свое масло еще заливали, а то бы еще неизвестно, ведь что залили там. И свой фильтр, блядь. И вообще, надо, блядь, поставили они его или нет. Кошмар, блядь. Я еще в камеры видел, что он ходит, блядь, бродит, жопу там чешет. Ну, 45 минут менять масло со всеми инструментами, это капец, блядь. У меня 15 минут на это уходит, блядь. Слушай, а так, когда народу нет, вроде красивенько, так уютненько, чистенько кажется, да? Да тут комарья, ну его нафиг, блин. Да, комаров вообще море. Я вчера вечером встала закрыть окошко, хорошо, у них на окнах сетки стоят. А там просто сетка вся облеплена. Через 600 метров на светофоре поверните направо. И сейчас вышли, а они прям радостные говорят: здрасте, мы тут ждали вас. Вы из Якутска? Ну давайте, говорит, мы попьем вашей крови. Я говорю, мне не надо. Один какой-то залетел к нам. По всей видимости, потому что вода везде, река-то разлилась. И их из кустов повыгоняла, они сюда в город все пришли. А может, другая причина, не знаю. Магазин для грузовиков. Заедем, купим транспортерные резины толстые. Ножницы у меня есть. Большие. Вот я говорю, поэтому они и не пускают никого туда. Да, они, блядь, Забирают нет, забираем машину, типа там нечего, ну, туда никого не пускаем, блядь. Правильно, блядь, потому что Потому что там пиздили ему нахуй, там надавал, идиотизм. блядь. А в других, допустим, городах мы заезжали, где масло меняли, то там, блин, как в хирургическом кабинете. Чисто стерильно, пожалуйста, стой, смотри, там что хочешь делай. Люди адекватные. А тут у них типа сервис. А сервиса-то нет на самом деле. Тут вот уже Бердюжский район, да, получается, после Ишимского. На каждом свороте, вот прям на каждом свороте стоит бочка для мусора. Я вообще первый раз такое за всю дорогу увидела. То есть это о чем говорит? Что люди следят за чистотой. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Понятное дело, поэтому и поставили бочки, потому что свинтус это накидывают везде. Ого, как
каждый раз, когда останавливаемся где-то, я показываю, потому что я до сих пор не перестаю удивляться этому. Как вообще так можно? Вот у меня вот лежит тот пакетик с мусором. Доедет до стоянки, где будет мусорный бак, там выкину. На заправке или возле кафешки, где будем останавливаться. А народ вообще странный, конечно. Приехали, сбросили. Вот опять бочки стоят. Покажу. Вот прям везде вот так вот стоят бочечки. Какие молодцы. Запах, конечно, здесь атас вообще. Сырости прямо пахнет так страшно. И рыбой. И рыбой возле гостиницы пахло. Да, здесь пахнет. Да? Может, тут, когда река разливалась, вся рыба на поля Да, выплеснулась. Сейчас здесь и ходит. Лежит, тухнет. А ее не съели. Всякие аисты или кто там. Комарья разбивается от Цапли. стекла просто как дождь. Да, вообще ужасно грязное стекло стало моментально. Мелкие такие, в основном разбивашки. Видимо, комары. Сейчас время 4 часа, солнышко скоро начнет сходить. Я думаю, что тучки уйдут. И будет посимпатичнее. Вон даже пакеты с мусором здесь повыкидывали. Вообще ужас какой-то. Вот тут какой-то водоем, озеро или что это большой. А вдоль дороги, там, кстати, тоже вот есть. А вдоль дороги идут такие небольшие лужи. В прошлый раз мы когда ехали, в позапрошлом году, здесь тоже заметили. И в этих лужах стоят рыбаки, рыбачат прямо. Я думаю, что сейчас еще не один раз встретятся. Сначала понять не могла, думаю, странно, машины стоят, а у нее еще на машине знак сзади, типа остановись, да, или как-то там знак какой-то повесил. И стоят такие 3 дядьки в одной лужице рыбачат. Вот, видимо, поэтому здесь рыба и пахнет, что она здесь везде. Бердюжье, 19 километров. Сейчас я найду этих мужиков вдоль дороги. Покажу. Хотя их, наверное, не видно, потому что там как канава какая-то идет. Да вот такая Вот вот. прям вот в таких вот лужицах, ага. Ну, раз стоят, значит, рыба есть. Интересно так. Так, Галышманово, Через Бердюжье, 500 метров круговое движение. 6-й съезд. Армизонская, Курган. Так, эстакаду надо смотреть. До 6-го съезда. Вон эстакада есть там. Металлическая какая-то. Круговое движение. 6-й съезд. Бердюжье. Карусель, карусель. Мне кажется, вот здесь тоже должна быть почему-то. Здорово, что можно взять и перестроить маршрут. На каждой стоянке должна быть. Держитесь правее. Здорово, что можно взять и перестроить маршрут. Прямо 8 километров. Заправиться еще. Сейчас распакуем заправку и заправимся. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. Автосервис. Поверните налево, а затем крутой поворот направо. Она заросшая какая-то. Не, ну его нафиг. Не. В траве я там точно сидеть не хочу. О, точно, там комары же.
У нас комаринка, если что, есть. А клещи тебя вообще не волнуют? Нет, Потом я будешь у про меня них забыла. выкручивать их. Зачем? У меня страховка. Повертом, блядь. У меня же страховка есть. А, ты еще на мне хочешь навариться? Через 300 метров круговое движение. 6-й съезд. Тут такая, стоянка как бы должна быть эстакада-то где-то. Хорошая-то. Круговое движение. 6-й съезд. 1, 2, 3, 4. Ну, это же 5-й. Прямо 101 километр. Надеюсь, что-нибудь интересненькое увижу, покажу. Тут вообще зоопарк был в прошлый раз. Утром рано тоже ехали, получается, от Кургана до Бердюжьева. Тут километров 300 всего. Столько всяких разных животных и птиц увидели. Ну, как всегда же, камеру не успеваешь включать. Едем-то, извините, со скоростью не 20 километров. Тут какие-то ребята на дороге сидят, белые, чайки. Привет, любимая. Это тебе. Привет. Не возьмешь? Что им там, рыбы мало в их болотах. А что, между Все нами сюда что-то прибежали. Разве К тебя не воронам. касается? есть? Ну, вообще-то, Сколько там ворон. Они все на дороге сидят. Тут что-то рассыпано. Кто-то, видать, кинул что-то им. Вон Кого-то расхлестали, расхлестали, какого-то животного толстого. Интересно, тут, кстати, по трассе вот вчера по Омской и до этого тоже, по-моему, по Красноярской, по Новосибирской. Какие-то животные валяются на дороге раздавленные. Мы проезжаем быстро, непонятно, кто там. Но как будто какая-то кошка толстая. А может быть, на собаку не похоже. Вот что за дикие животные. Погуглила, еноты здесь не водятся. На енотов похожи, хвосты прям пушистые. Кто это вообще может быть? Что за животинки? Лисы, лисы видно, когда лисы. Мы видели лис раздавленных. Они рыжие. Такие, как кошаки по размеру, только толстые, кажется. Хвостик пушистый. Мишка стоит. Тут заозерье или что? Часто озерье какое-то. Видно, не видно. Косули стоят там. Вон они. Сейчас приближу. Хорошо так приближают. Там сзади машины-то нету у нас. Поворот. Все они. Ой, испугались, попами Ой, повернули. блин. Чайки на охоту прилетели. Рыбу ловить. и своей профессией. Музыку бы выключить. Смотри, это прям журавли какие-то, или гуси, или кто это. Какие они огромные, мамочки. Вот опять какое-то животное сбитое. Вот смотри. Ну вот косуля. Точно, нифига себе, бедненькая. Косуля, блин. Ой, а тут что? Колесо. Ты, видать, косулю сбил и размотала его, что ли? Прям возле деревни тут этих животных. Косуля-то свеженькая, надо было бы ножку отрезать, пожарили бы. Ножик тупой. Есть же ножик для брата твоего.
есть. Все есть. Соли нет. Соль это белая смерть. Спят машинки, спят машинки. Через 500 метров держитесь правее, а затем держитесь правее. Омск туда, видишь, Роснефть. в заблуждение вводят, Да, что через показывает, что в Омск туда налево надо ехать, а налево туда граница с Казахстаном. Блин, Вот мы тогда так и заблудились. Ну как заблудились? Прокатились. Нам весело было. О, подсолнух. Маршруты строю перестраиваю недорого. Ольга Бузова. Хорошо. Короче, Антон разговорился с мужиком на заправке, с охранником. Секурити. Секурити. Там, вон, смотрите, какие озера, блин, прям везде. И что он говорит, какую рыбу ловят они тут? Ротан, он есть в каждой луже. И они из него делают пельмени. Надо посмотреть вообще фотографии этого ротана, как он выглядит. Кальян какой-нибудь, скорее всего. А комары со вчерашнего дня у них, потому что у них вчера первый день жары был. Ага. И со вчерашнего дня комары не дают покоя. Это что? Ну, говорит, ну, пока, говорит, не как в прошлом году. В прошлом году мы, говорит, вообще все лето в фуфайках проходили, говорит, и в шапках, потому что было невозможно. Это из-за того, что разливаются озера. У них здесь рек нет, у них озера, и они разливаются. Ага. За счет того, что много снега. Обалдеть. Ни гор, ни рек. Ну, а что ты хотел? Значит, Казахстан. я сейчас спросил, говорю, а что, у вас охота на что-то сейчас открыта? Он говорит, кто бы ее закрывал, говорит, на круглый год открыт. Впереди камера. Да ты что? Да ну, браконьерят. Что тут еще делать? Промнефть. 95 52 рубля, представляешь? 52 рубля. Обалдеть. Дорога тут убитая. Ямы такие глубокие, прямо ужас. Посреди дороги. Но зато солнышко выглянуло. 16 градусов показывает. Время 6 утра на минуточку. Что за Стелла? Село большое, основано в 1847 году. Такое большое. Елошное. А, Елошная? Я думаю, про где ты читаешь? А, да? В голове у тебя? Нет? Как хочу, так и читаю. Баргаши. Вообще сплошные вышки везде стоят. Здесь вот две вышки подряд. Там в глубине какие-то вышки. Что у них тут? $58.90 Роснефть. До Кургана 29 километров, до Челябинска 300. Вот время уже почти 7 часов утра. У нас тут уже накопилось много. Попросыпались и дальнобойщики, и легковушки. Ну и в принципе тут перед Курганом уже, перед самим, видимо, так должно быть. Обычно перед большим городом начинаются пробки. Ну, не пробки, а плотное движение. До Кургана 10 километров написано. Половинная. Кустанай. Так, мы подъезжаем к Кургану. Туда направо уходит дорога на Тюмень. А мы едем в сторону Кургана.
через Курган. Ну, я думаю, что, наверное, не по центру же какая-нибудь, все равно тоже объездная есть. Курган там слева останется. Тоже небольшой городок, наверное, как Якутск примерно. Тут какой-то частный сектор. Воняет горелым каким-то. Мы едем, все нюхаем, то одно, то другое. То болотом воняет, то колодками воняет. Температуру показывает 21 градус. Время 7 часов утра. Сейчас же смотрела в Якутске 21 градус. В Якутске получается 10 часов утра. А в Новосибирске 5 градусов. Там холодно. Смотрите, возле Кургана везде вышки эти стоят. Прям у них тут, видимо, связь должна быть хорошая, если это для связи вышки. 8G. И кафешки, вот уже грузинская вот кухня, видишь, мимино. Кафешки стоят тут, которые уже замечаю, у них с уличными беседками, верандами, не знаю, как это правильно называется. Тут хотя бы дорогу сделали. Это уже до этого ехали, это вообще ужас был. Всё, то яма, то канава. Езжай в правом ряду. Послушался. Спасибо большое. Кафе Берлога. Тоже, видишь, все с медведями. Оно сгорело, что ли, это кафе. 3 пескаря. Какие домишки симпатичные там. За Курганом уже. Курганская область. Ужасные дороги просто. Едешь, эти ямы, ямы, ямы везде. Встречные машины обруливают эти ямы. Аж страшно, внутри все сжимается. Просто дорога вся убитая в хлам. Вон, видите, что? Ужас. Федеральная трасса, бляха-муха. Что тут было вообще? Вот так вот. Хочешь послушать, как они матерятся? А они уже привыкли к этому. Они уже не матерятся. Какие-то вон кучи лежат. Может, что-нибудь начнут ремонтировать. Неизвестно когда. Вообще. Кафешку в какую-то приехали. О, мама мия. Санта-Лючия. Вот это вот все мелкое. Ужас. Так вот написано: жвачка березовая, старинная технология. Сейчас посмотрим, что за жвачка. Так, тут ничего нету. Завтрак же, только обед. Еще рано. В общем, сейчас позавтракали в кафешке. Я так поняла, что все дешево в этой кафешке, но невкусно. Мне вот прям каша. Я очень сильно люблю кашу, которую готовят где-то там, которая не моя домашняя. Каша как моя домашняя, невкусно. Так себе. Блинчики тоже мне не понравились. Антон сказал нормально. Что там ты ел? Яичницу с колбасой. Выехали сейчас опять возле кафешки. На дороге прям косуля раздавленная.
лежит. Они, видимо, здесь носятся как сумасшедшие, эти косули. По ночам, наверное, скорее всего, Да, да? фарами же их ослепляют, они в ступор вступают, и все. Поэтому и бах. Вот, поэтому и стоят везде знаки, что олени, скачущие олени. Интересно, главное, вот чаще всего возле населенных пунктов, возле кафешек. Чего они сюда прутся? Что им здесь надо? Ну, мы едем дальше. Сколько нам там километров до чего осталось? Хрен знает. До Уфы я знаю 580. А, ты до Уфы выставлял, да? Грубо говоря, 600 километров. Понятно, все. Все, едем дальше. Ничего интересного нет. Сейчас, наверное, уже скоро какая-нибудь Челябинская область начнется, а может нет. Может, мы ее вообще стороной пройдем. Нет, сейчас. Вообще-то Миас у нас где-то по пути же будет. А Миас это Челябинская, да? Мы Челябинск объедем просто. Мимо проедем. По объездной какой-нибудь, да? Понятно, все. Ну все, едем. Время 9 часов утра. Короче, достала камеру поснимать вот эти вот сушеные поля. Что тут вообще непонятно. Либо в прошлом году что-то сняли, еще не посадили, либо это... В общем, не знаю я, что это такое перед Челябинском. А тут Антон как закричит: ух ты, напугал меня. Негритенок, говорит, сидит за рулем. Кого тут только за рулем не увидишь. Китайских машин очень много с китайцами, с водителями, прям много. Женщины. Сейчас еще и негритята. Ну а что, блин, кстати, очень много же, вот у нас в Якутске учатся черненьких ребят, я не знаю, кто они, ну, африканцы какие-то, наверное. Нифига вас, коллега собрала. И они же по-русски очень хорошо все разговаривают. Так вот, может, учился, не доучился, бросил, пошел в дальнобойщики. Говорит, нафиг мне Это как это. приехала поступать, не поступила, да? Ну, типа того. Нет, говорит, нафиг мне ваше это высшее образование, блин, сидеть потом в кабинете. Я лучше буду Россию бороздить, просторы России, такую красоту. Я не знаю, я вот прям кайфую. Считай, мы сегодня уже едем 7-й день. Там вон педалька и широкая. 6-й. Впереди камера. 7-й. Завтра пятница. Ну вот посчитай, мы едем пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. Сегодня четверг, 7-й день мы едем. Лишь бы поспорить, а. Мы почти приехали. Почти приехали, еще столько же ехать. Завтра в Волгограде. Завтра уже в Волгограде. Ну, завтра 2 дня еще в Волгограде. Короче говоря, классно. Не знаю. Тебе классно? Ты кайфуешь? Мойку надо найти. Я весь чешусь. Нормальную мойку надо найти. Да. Подчеркну. Тараканов этих отмыть, блин. Сейчас их меньше. А в жару бабочки вылупились, видела, да? 26. Бабочек вообще полно, но... У нас, видимо, в холод комарья, в жару бабочки, блин. Сейчас это хорошо, номер не видно. Можно нарушать. А контроль в спину как же? И везде же. На мойке занято было. Коврики, видать, стирают. Выкатили. Короче, у Антона все чешется. Машину помыть надо, говорит. Просто необходимо. Заезжаем помыться. Тут хотя бы все под контролем будет, да? Да. В общем, что
ЧАМАЗика своего сейчас помоем. Хотя он в принципе чистый. После омской мойки. О, тут даже в крови все, они что, у кого-то кровь пили, убились. Ужас. Очередная проверка. Вообще замечательно. Все заморожено. Вот эту бутылку хочу сюда к ним положить. О, как тут хоть ветерочком обдувает. Вообще 25 градусов на улице. Было, когда подъехали, я не знаю, сколько сейчас. А потом поедем нам всех вот этих товарищей обгонять опять. Девушка такая маленькая моет. Смотрите, как Антон внимательно смотрит. Чтобы все как положено было. Антон прям так внимательно контролирует. И думаю, что такое? Стукнуло меня. Ворона парит, летает, взяла, насрала на меня. Пока мы тут машину моем. Ну вот, пожалуйста. Автомойка на трассе. Чистенько, чистенько. Учитесь, омские сервисы, мыть машины. Всю машиночку помыли. Чистенькая, красивенькая. Штаны мои тоже оттерли. Ну, они сегодня в стирку пойдут. Уже 2 дня, по-моему, я в них еду. Второй день. Сколько заплатил за мойку? 720 рублей. 720. Не 700, не 750, а 720, да? Да, 720. 20 за воздух. Воздух, которым продували. Ты посмотри, засранки бегают. Они ведь летают, у них крылья, блин, порванные у всех. Они подратые, не знаю как их. Тут машины не раз, наверное, сбивали. Просто вот наблюдала, стояла за ними. Она пикирует прямо над машинами, над грузовиками. Об него вот-вот ударится. Так, ну ладно, мы едем дальше в сторону Челябинска, Уфы. Погода замечательная, 21 градус, но, по-моему, жарче на улице. Ветерком обдувает так хорошо. А так-то прямо пекло-пекло. И ветровики вот так вот. Как От пескоструя. от пескоструила. Они мутные такие стали, непрозрачные, Но затонированные. До Уфы 434 километра, до Копейска 18. Я не знаю, что такое Копейск, но я про него где-то слышала когда-то. Смотрите, это, походу, какие-то озоновские склады, судя по цвету. У Озона же в такой цвет машинки раскрашен. А это вообще еще новостройка. Только Нихуя строится. не к нам, мимо, бля. Я уже обрадовался. Цвет красивый прямо. Bubblegum. Мы всю дорогу едем, как увидим машинку озоновскую. Так прям душа радуется расцветочке. Да, новостройка. Все только начинается. Ничего себе масштабы, да? Это только в этом городе.
Сколько их еще всяких таких. 27 градусов за бортом. За бортом. Вот видите, здесь траву не побрили. Она может загораживать вот эти вот светоотражающие штуки. Так и там большей части бреет, где нету этих штучек. Вот, видишь, здесь побрили, здесь их хорошо видно. Ну, значит, еще для каких-то целей тоже. Что, останавливаемся кушать? Не знаю, где-нибудь, если будет нормальная кафешка, останавливаемся. Старокамышинск. Вон, у них там база красных, белых. Киркорова с Басковым, Антон говорит. Не видно, да? Сейчас, может, увидим. А, у них вон она, это склады, видимо. Водитель, внимание, въезд грузового автотранспорта в Челябинск ограничен. Ну, до Челябинска 20 километров. Ну, по объездной вокруг Челябинска пытаемся. Ага. Колея такая на дороге. А? Колея на дороге, говорю, машину кидает. Это вообще ужасные дороги. Через 500 метров держитесь правее, на мост. Вы говорите, в Якутии плохие дороги. Куда там? Дороги плохие везде. Хорошие дороги только в республике Алтай. В Алтайском крае, кстати, тоже говорят, что сделали много хороших дорог. Когда мы ездили, мы еще ездили по плохим. В этом году уже говорят, прям там все чики-дрики. Вот видишь, тут трава не брита. А я Никита, везде побрита. Ой, там сколько уточек сидит на озере, много. Шейки вытянули, загорают. Слушайте, ну едем вот по такой трассе оживленной. В принципе, она пригородная, да. Столько животных сбитых лежит. Просто вот косуля уже, ну, наверное, 10-я точно за все это время. Это только сколько я увидела, а еще сколько я не увидела. И вот какие-то вот, ну вот сейчас прям лежала толстая кошка, прям кошка сиамская, только толстая. Я говорю, неужели, блин, это везде какие-то кошки тут у них ходят? Из леса выбегают и их сбивают. Вообще странно, конечно. Что происходит? Ну, мы передачу вот смотрели, не передачу, а в новостях, да, по-моему, слышали утром, что сейчас в мае у лосей гон начался, и лосихи отгоняют своих годовалых лосят, телят, как они говорят, отгоняют от себя. И вот эти вот телята, они бегут из леса через дорогу и попадают под машины, якобы будьте осторожнее. Неужели они все тут через дорогу куда-то бегут? Просто вообще странно. Первый раз я такое вижу, столько сбитых животных, вот именно косуль прямо много-много. Здесь сейчас еще целая лежала на этих, там-то на трассе. Разодранные все, их вороны раздербанили уже так, что мама. Так от удара еще напополам А, рвет. от удара, да, и эти жрут их, что в некоторых местах вообще только шкура до кости остались. Потом стала читать в интернете, вот в ближайшие дни, как раз где-то на трассе Омск-Тюмень, по-моему, что ли, за 2 дня лося и лосиху сбили на машинах. Тоже там люди пострадали. Страшно.
страшно. Тут-то вот прям едем, я говорю, такая трасса, как будто вот она пригородная. И они здесь умудряются даже выбегать. Вот колея такая нехорошая. Колеса вон размотанные валяются. Огрызки от колес. Юрюзань, Уфа, Самара. Ну вот мы на М5. Ага, М5. Кстати, сколько проехали, машинка чистенькая, и что? Эти комары были все-таки курганские. Пошла в холодильник на проверку. Хотели что-нибудь покушать, а там только эти булочки. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Оп. Ну-ка. О, холодненькая моя бутылочка. Замечательно, все заморожено. Так, вот это можно обратно ложить туда. Бутылочку себе такие покупаю, они вкусненькие. О, рекламу увидела на машине. Фреш-бар. Вот, которая получается самая левая, Citrus Ice, мне понравилась больше всех. Антону с киви понравилось. Вот эту я еще не пробовала, вторую малинку. Что у нас тут? Какой-то форс-мажор произошел. Что у нас произошло? У нас Ничего. сгорел предохранитель. Ничего страшного, Антон сказал. Ладно. Пружинка, может, блин, может она легкая была и вылетела. Может, все может быть. Вот фигня, вот эта вот фигнюшка, она не работает. Но это мы решим. Эта фигня. Да, они продаются, эти фигнюшки. Да, конечно. Заехать надо докупить. Но... Они в любом магазине продаются? Ну не в любом, но. Ну, в там смысле, в вот автомобильном, где что ли? стоят эти вывески, там ремонт раций. А, Вот у них что-то продают. воздушные змеи. Яблоки, фрукты. фруктовые миксы. Ой, воздушные змеи, надо же. Прикольно. Сладкие груши. Сладкие груши. Что, у них уже груши соспели? Да, ну, прошлогодние. Откуда у них груши? Уже ужас сместился, видимо. Москвы 1809 километров. До Уфы 345. Едем до Уфы. Смотрите, как они кушают. Бедненькие уже. Они причем сели так дружненько все. Которая кучка уже в начале ремонта были такие же дяденьки. Там вон озера какие-то, написано рыболовный комплекс Азарт. А вот там какие-то горы. Это, наверное, Уральские хребты, скорее всего, какие-нибудь. Или не хребты, как их еще по-другому называют. Дымки стоят. Вот машина заглушена, Ага, просто зашторена. ага. Блядь, неужели оно не нагревается? Вон там тоже, блин. Может, у них вентилятор там стоит? Он просто зашторенный. Там с открытой дверью сидят. Ну, просто зашторено, окошечко открыто. Жарко, наверное, им. Так я продолжу. Лучше на двигателе спать с кондиционером, блин, нормально выспаться, чего ворочаться. Но расход солярки. Все, едем дальше. Покушали в какой-то кафешке новой. Ну, скажи, что не очень. Тебе не очень? Мне не очень.
Я не знаю, я как только зашла, сразу увидела, что мне не очень. Просто ты начал уже заказывать, и Ну так ты я побоялась тебя голодным оставить. в следующий раз ты берешь, а я потом захожу. Вот и всё. Ну, просто мы обычно с тобой всегда взглядом Ну, тут переглянулись. Я посмотрел, нормально все было. Ты на меня-то не смотрел. Я стояла, надеялась, что ты сейчас скажешь, поехали дальше, а ты бах такой и начал заказывать. Ну ладно, пообедали-то пообедали. Сколько мы заплатили? 652 рубля. Ну, нормально. Суп 2 вторых, 2 салата, Один компот. компот. Китайчики едут. Что они там везут, интересно? Что-то в мешках. Рис. Стройматериалы, наверное, какие-нибудь. Не. Пятерочка тут посреди чисто поля. А, горнолыжный курорт там находится. Вот оно в чем дело. Зачем им тут пятерочка? Да можно просто было синьку поставить. Там, наверное, цены конские в этой пятерочке. Тоже Subway. Кофе с Subway. Сэндвичи. Чё? Ремонт. 95-й ремонт, 92-й ремонт. Вот там есть. Одну другую колоночку. Заправили 35,7 литров. На 2000 рублей. Ага. Потому что они без операторов работают. И можно выбрать только сумму, на которую ты заправляешься. А никак не литры, сколько тебе надо. И стой там, высчитывай. Я хотел в калькуляторе посчитать, потом плюнул нахрен. Не нужно им клиента до полного бака, блин. Ну, вот. Нет, там было до полного бака, но почему-то не внушает мне как-то заправка доверия. Но они тут эти заправки на каждом шагу. Блин, Регион коллегу догнали, Уна. да? Вклинились в нее. Ага. Чуть-чуть раньше не надо было выйти. Регион Уна, блядь. И Subway везде у них на каждой заправке стоит. Вообще большая ширина. Большая ширина. Ой, какой камень в машине лежал большой. Там почему-то машина где-то не там, где надо, не на дороге. Поднял на панель, пишет, что поднят, блядь. Это, блядь, прицеп. Огрызок от машины. Ну-ка. Машина уехала. Бросила своего Домик. чебурашку. Да, тут тяжко ехать-то, когда один встрял и ползут все за ним. Вот эти. Тоже хотела обогнать, но передумала. Ну да, блядь, дорога еще, видишь, какая. Блядь, долбить-то машину неохота. На последнем ролике. Березы вообще мощь. Высоченные, красивенные. Бензовоз этот, он что творит вообще?
навстречку вылетает, виляет, заскакивает. Его уже тут отматерили по рации. А он говорит, да, задолбался, говорит, я тащиться. И фигачит. После каждой машины вылетает навстречку. Чокнутый. Ну, не знаю, кто это, бензовоз или кто, огнеопасно написано. Уральские горы. Они такие. Тормозами, говорят, пахнет у кого-то. Обалдеть, конечно, движение вообще просто. Уже сколько времени так едем. Встречка тоже просто не заканчивается. Идут и идут потоком. Похоже, как на Култуке, да? Ну нет, на Култаке поворотов больше, а тут крутость больше. Да хрен знает. Здесь мы ночевали. Зюраткуль. Причем это было давным-давно. В феврале. В феврале месяце. Какого года? 20-го или 21-го, да? 20-го. Когда там ковид-то начался? Это? Когда мы переехали в новый дом? Подожди, в новый дом мы переехали в 22-м году. В 21-м, значит. В 21-м? А сейчас будут всякие эти горнолыжные курорты и рынки со всякими там ножами, унтами. А вот гостиница, мойка. Это не то. Что там? Шашлыки жарят. Нифига у них печка дымит. Ну, Они, наверное, теми дровами, которыми мы последний раз растопили. магазинов тут почти не видишь ты. Зюраткуль. Аккуратно, я сейчас буду поворачивать. Не сувениры. Ты прямо вернулся. Извольте отдохнуть, постоялый дом. Привет. Гостиница, туристическая база Пороги. Бердяуш. Класс. Прикольно сделали. Ну, все. Для туристов. Движ тут, конечно, тоже, блин, я не горю. Ну, сколько машин стоит там на стоянках, сколько едет. Это что за насыпи? Алиса, маршрут Уфа. Ножи, сувениры, унты. На Челябинск останавливаемся до полной. В Садке. Город Садка. Базар такой, базар. Самогонные аппараты, самовары. Прикинь, во дворе поставил за паровозик. Сейчас не пьешь, чаек налил себе, молочка добавил, и не чаевничаешь. Нет, пока. Сапогом подул, блин. У нас же ездит и чайник, который для костра. Ну, Сунул, кипятил себе чаю не, вперед. ну тут самовар, сапог, вот, ну, блин. Сапог. Так сапог тогда надо покупать. Сапог у меня есть. Дениска один раз одевался. Ему покупал. Шишки надо тогда. Ну, шишки у тебя в баночке. Я их
медом. Чё бета? Куда мед-то девать, у нас целая куча. Только что ты его хапаешь, так не в себя. Это не я, это ты. Ты же говоришь все время, давай еще возьмем, давай еще возьмем. Тут разрушили рынок. Почему тут решили остановиться, посмотреть этот предохранитель, который вылетел. Сгорел, то есть. И заодно ноги размять. Все, что хочешь. Шампуни, футболки. Так, и Всякая всячина. тройники, которые... О, вот с проводом есть у вас. Нет, мне вилка нужна. Вот это вот. В ней пружинка есть? Отдельно же пружинок у вас по-любому не будет. Будет? Доктор сейчас починит все. Короче, прикольно тут, оказывается, ремонт делают. Вот всякие тут везде ремонтируют, везде все продают. Мангалы, сувениры, игрушки, бусы, одежда, обувь, настройка раций. Вон всякие вам, пожалуйста, железяки. Здесь, видимо, изготавливают сувениров. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Детишки же болеют у нас часто, поэтому вот это бальзам иммунитетный. Там всякие настойки, травочки. 600 рублей. Я сразу глаза вытаращила, мне же тоже надо что-то там, да? Алтайская, что-то там продают. Делают такие вот бальзамы. Матрешки, лягушки, баночки, чаи. Что-нибудь Комары закусали, да? Да, вкусненькое. Всякая красота. Дяденька все отремонтировал, регистратор заработал. Антон все установил на место. Все замечательно. Все это он, получается, сам сгорел, что ли, или что? Почему? Что-то с блок почему-то горел. А, да? Контакт новый был, может, еще что-то. Понятно. Это не заряжение? Блин, ну здорово тут так много всего ремонтируют. Короче, все отремонтировали. В магазин зашла, купила сувениры уральские, из уральского камня. И что он тебе сказал-то? Сказал, езжайте, говорит, дальше. По дороге будет город 7, через 15 километров. Там, говорит, прямо с горы вы увидите автосервис. Там, говорит, вам все, говорит, отремонтируют, все, какие надо резинки вырежут. Я просто спросил у него, где есть транспортерка или толстая резина, чтобы под броню подложить. Потому что я 100% уверен, что этих шайбочек там нету, что он их вывалит просто. Но он сказал, езжайте, вам там хоть черта лысого соберут. Ну, я так поняла, судя по этому дядьке, то он тоже готов собрать черта лысого. Ну, Все, что хочешь. Потому что Антон спросил у него предохранители. Он говорит, это, как это, пружинка выпала, говорит. А тот говорит, какая пружинка? Тащи, говорит. У меня есть, говорит, все. И пружинка, и зажимка, и все, что хочешь. Капец, жаришка, конечно, 29 градусов. 30-х же только что был. Поехали около. Очень жарко.
Нет, смотри, не стояли. Ну подожди, блин, фиг его знает. Где еще стоят? Да, здесь, 15 по-моему, все километров стоят. впереди. Мне кажется, внизу стоят все наоборот. Мы просто видели в Ютубе, кто ездил в ту сторону. В пробке стояли долго из-за ремонта. Вот мост ремонтируют-то. Шел ремонт. Вот этот вот мост только-только. Ну, блин, он еще в таком состоянии не был, как сейчас, конечно. Ну, вообще, как бы то ни было, все равно интересно. Даже когда вот так вот едешь, смотришь. Вот еще кусок. Они, видишь, делают для того, чтобы машинам меньше было подъемов. Чтобы они шли. Потому что здесь все же висят, блин. Такой крутой подъем. Но здесь мы тогда ехали вообще же долго. Мы прям Да. стояли и стояли все время. А в сторону Уфы люди как раз что-то в воскресенье же было. Возвращались, видимо, со всех этих своих озер, отдыхов. И вообще просто стоя стояли. Мы-то хоть немножко двигались. Прикинь, какая конструкция. Да вообще моща. Сколько здесь денег и труда. Сколько здесь раз по пальцам молотком ударили. Сим основан в 1759 году. Что за город такой? Как красиво. Что-то такое везут. Вот там дорога какая-то идет, видимо, это объездную, что ли, делают. Потому что дорога вообще, конечно, ужасная. Такое плотное движение. Тяжко людям ехать. Им надо сделать 2 полосы. В одну сторону, 2 в другую. Чтобы разгрузить немного эту трассу. Водители там эти фуровики, дальнобойщики, все переругались между собой по рации. Просто вообще ужас. Маленькая газелька. Газелька. Заедь в кузов газели. Он совсем маленький. Он что может отвезти? Мешок картошки и полный кузов. А там, наверное, какой-нибудь буйвол такой сидит конкретный. За рулем? Успеешь, я тоже хочу. Да нет, там не буйвол, нормальный. В зеркало вижу. Да не, нормально утром из Уфы выехать. И вполне пройти всю эту трассу. Это не все, наверное, так думают. Да навряд ли. Все равно, заметь, рано утром мало машин. Нет, я согласен. Мы рано утром мы с тобой проходим расстояние в 500 километров, которые 500, остальные 500 километров до вечера потом мучаем. Ну да. Когда-нибудь сделают. Не, ну я согласен, когда-нибудь сделаю. Пока здесь сделают, в другом месте надо будет уже делать. Я с ним. Две беды в России. Причем одна постоянно лечит другую. Ну да. Есть такое дело. Когда уже эти горы закончатся, интересно. Ну, спускаемся. Поднимались, теперь спускаемся, да?
Там в зеркало посмотрим, Через откуда 1 спускаемся. километр 500 метров. Держитесь правее. Вот, уже почти спустились, видимо, да? Ну, правда, много дороги сделали, да? Да. Скоро, наверное, запустят. Что-то я не видела этих щитов-то информационных, или как они там правильно называются. Когда окончание дороги, строительства. Они же, по-моему, по участкам их ставят. Вот эти вот кафешки посносили для того, чтобы дорогу построить. Много так кафешек там стояло всяких. Гостинки, может, даже какие-нибудь были. Видишь, все дорога забрала. Здесь столько мостов, между прочим, да? Который мост. Большие, маленькие. Она широкая будет та дорога. По 2 полосы. А пока что вот так. Ну вот, ребятки, время 5:29, 17:29. И мы въезжаем в республику Башкортостан. Башкортостан. Въезжаем в республику Башкортостан. Башкирия, да? По-другому говорят. Нифига он на раскоряку, как оказывается, едет. Люди не верили, что впереди камера на 90. Мы проезжаем Уфу. Сейчас едем до гостиницы. Гостиниц полно, стали обзванивать, а они все заняты. А которые не заняты, ну, то есть, которые не звонили, там отзывы не очень. Вот какую-то нашли, 3-местный номер. Забронировали. Сейчас посмотрим, что там внутри. Какие красивые переходики все-таки здесь. Симпатичные, чистенькие, такие прозрачные. Это мы уже проехали Уфу. Значит, там. Ну, она там. Ну, все съезды, наверное, в нее проехали, заезды. Зытамак. Сейчас в кафешке съедим башкирские пирожки, да? Скажешь. Очень много речек. Вот прямо едем, получается, возле Уфы. Очень-очень много речек. 1, 2, 3. Их не все видно, но мосты через них. Салихово, Алкинские пруды. Сколько мы сегодня километров проехали, интересно? 1030 сейчас. 1030 на данный момент мы проехали. Ну, за 15, за 16 часов. Ну, 15-16. Это считай, Урал переваривали. Долго, да. Завтра до Волгограда нам 1300 проехать. Но там стоит быстро, потому что мы по платникам пойдем. Ты сейчас вот без микрофона, Нет, я тебе говорю. Да, я просто повторюсь, что завтра до Волгограда стоит 1300 проехать, Антон говорит. Но там стоит быстро, потому что по платным дорогам поедем. Ну, завтра посмотрим, как оно будет. Каково. Вот так вот выглядит гостиница снаружи. От дороги недалеко стоит. Маршрут перестроен. Поверните направо, а затем поверните налево. На 2-й этаж.
Где? 7, 8, 9, 10. Вот здесь похоже. Вот он. Так. О, ни хрена себе. Это что за люкс за 3000? Это точно наш номер? Ничего себе. Зато душевая. Так себе. Я на диване здесь скажу. Да? И телевизора-то нет. Короче, 2 компота, 2 салата, плов, лагман такой красивый, я прямо сейчас его попробую, и 3 манты. Ну вот еще взяли с собой пирожки сладкие. На завтра я взяла, потому что иначе я завтра себе не прощу, если их не будет. Вкусно, Антон, тебе? Еще не попробовал. Такая лапша широкая. Я вот такую люблю лапшу. Ну, пробуй. Сейчас попробую. Приятного аппетита. 3 манты. Сейчас попробую, скажу. За все заплатили 1005 рублей, да? 1003 рубля. Плов вкусный, да? Лагман сказал так себе. Ну, я лагманы не понимаю, поэтому не знаю. А на этом сегодня все. Спасибо вам за ваши лайки, подписки, комментарии. Ждем вас на нашем канале в следующую субботу в 9 часов утра.